По сообщениям Bitter Winter, несколько китайских солдат раскрыли преступления Коммунистической партии Китая в Восточном Туркестане и Тибете. Один из фудзянских солдат, который побоялся называть свое имя, признался, что в 2013 году лично расстрелял в Восточном Туркестане более 100 уйгуров, среди которых были и дети. По словам другого солдата, их часто забирали на казни, которые командиры называли военными учениями. Во время одного из таких учений китайские военные зашли в дома китайцев, заклеили окна газетами и приказали им не выходить на улицы. Затем китайские военные устроили бойню, после чего с места событий были вывезены тела убитых и зачищены следы крови, сообщил бывший военный. Третий солдат рассказал, что во время службы в Тибете в 2011 году ему пришлось стать свидетелем расправы над священниками, которые выступили против китайской экспансии. Точно так же, как в Восточном Туркестане, китайские власти обещали военным в Тибете огромное вознаграждение за уничтожение так называемых террористов. Кроме этого, военные сообщили, что после разрушительного землетрясения в городе Вэньчуань китайские власти приказали солдатам спасать только людей в возрасте от 18 до 40 лет. Также они отметили, что для подавления протестов в Гонконг было направлено сотни солдат в гражданском. Согласно сообщению агентства France Press, Ассоциация адвокатов Индии подала жалобу на Китай в Совет Организации Объединенных Наций в связи с эпидемией китайского вируса и потребовали компенсацию в размере 20 триллионов долларов. Ассоциация адвокатов и Комиссия международного права Индии подали совместную жалобу в Комиссию ООН по правам человека, заявив, что китайские власти стали глобальным бедствием, потому что они скрывают реальную информацию об этой эпидемии. Адвокаты заявили, что Китай тайно разработал биологическое оружие, которое нанес серьезный ущерб индийской экономике, за что должен выплатить компенсацию всем странам, в том числе и Индии. На данный момент имеется информация о том, что дело было принято окружным судом Техаса. Президент США напомнил замечания Всемирной организации здравоохранения, сделанные в связи с эпидемией коронавируса. В самом начале руководство организации говорило, что вирус не передается от человека к человеку и что нет необходимости ограничивать поездки в Китай. Трамп сделал следующее заявление. Всемирная организация здравоохранения ввела нас в заблуждение по многим вопросам. Они недооценили угрозу, и это не совсем хорошо. Указывая на средства, которые Соединенные Штаты Америки предоставили Всемирной организации здравоохранения, Трамп сказал следующее. «Мы платим Всемирной организации здравоохранения сотни миллионов долларов в год. В прошлом году мы выделили 452 миллиона долларов. Что касается Китая, то он перечислил только 42 миллиона. Годом ранее США предоставили организации 500 миллионов долларов, а Китай менее 40. Приоритетом Всемирной организации здравоохранения должно быть равное отношение ко всем, но по факту это не так. Мы обязательно проведем расследование и примем решение». Президент США также ответил на слова главы организации Тедроса Адханома Гебрейесуса, который сделал следующее заявление. «Если вы хотите видеть больше мешков с трупами, вы можете продолжать использовать вирус в политике». Трамп ответил следующим образом. «Смотря на отношения организации с Китаем, я не верю, что ее представители говорят то же самое китайскому правительству, так как они тесно сотрудничают. Нам говорят о мешках для трупов. Если бы Всемирная организация здравоохранения провела правильную оценку ситуации, мы бы смогли оказать нашему народу более эффективную помощь». По сообщениям New York Times, в Саудовской Аравии, где первый случай заражения COVID-19 был зафиксирован 6 недель назад, позитивными оказались тесты 150 человек из семьи Сауда, в том числе и губернатора Эль-Рияда Файсала бин Бандара бин Абдулазиза. Что касается 84-летнего короля Сальмана бин Абдулазиза, о здоровье которого ведется немало споров, то он находится под карантином во дворце на побережье Красного моря рядом с городом Джидда. В том же регионе находится наследный принц и кабинет министров. Центральный банк Франции объявил, что в связи с эпидемией коронавируса с начала года валовой внутренний продукт упал на 6%. Согласно заявлению представителей банка, это худший квартальный показатель французской экономики с 1945 года.